Международный день молодежи ежегодно отмечается 12 августа. В этот день принято пропагандировать мероприятия в поддержку данного дня, чтобы как можно шире проинформировать молодежь о программах, касающихся молодых людей. Сегодня в студию АТВ приглашены представители молодежных организаций Гагаузии. Анатолий Толмач, председатель общественного объединения «Барабар-Иллири», Захарий Даламанджи, директор молодежного центра «Аксис». Здравствуйте. Ирина Селезнева, исполнительный директор Европейского центра «Про Европа» в Камрате. Рада вас приветствовать. День молодежи 2020 – это праздник юности, веселья и позитива, а также возможность пообщаться с друзьями. Каждый год Организация Объединенных Наций выбирает новую тему для Дня молодежи. В этом году тема звучит так: «Вовлечение молодежи в глобальные движения». Но сегодня мы не будем говорить о глобальном, а поговорим о вовлечении молодежи на местном уровне в Гагаузии. И хотелось бы задать такой интересный вопрос общий. Какими 3 словами вы могли охарактеризовать молодежь? Кто хочет первый? Активность и возможность. Почему вы так считаете? Ну, прежде всего, молодежные инициативные группы характеризуются как активное направление общества, способное задавать тренды, которые закрепляются на долгие годы. Возможность, наверное, активность молодых групп реализуется в конкретных действиях, и возможности молодых людей, на мой взгляд, намного шире, чем людей, которые уже в возрасте. Когда ты молод, у тебя больше возможностей реализовать свою идею, инициативу и раскрасить свою жизнь позитивными моментами, в том числе через конкретные действия. Вам что приходит в голову? Три прилагательных. Первое – это экспрессивные, потому что молодежь любит эмоции, они очень любят чувства, особенно они любят их выражать, поэтому для них очень важна возможность самовыражения. Второе – это, скорее всего, идейность, потому что для них не так важны некоторые материальные составляющие, им очень важна идея. Если их идея загорает, то они отдаются на 100%. И третье – энергичное, потому что, по сути, самый энергичный возраст – это молодой возраст. Я добавлю прогрессивность и смелость, потому что самые необычные идеи, самые смелые идеи, самые необычные, начнем с того, возникают у молодежи, потому что интерес к каким-то новым технологиям, новым методам, поиск чего-то нестандартного – это у молодежи, на мой взгляд. И, конечно, смелость, потому что чем старше ты становишься, тем больше ты всего накапливаешь, тебе есть что терять, у тебя груз забот, проблем и опасений. И ты боишься что-то потерять, и это не всегда такой активный. Когда ты молод, и чем моложе ты являешься, тем смелее ты шагаешь в те авантюры, которые есть, и они чаще всего заканчиваются, хорошо заканчиваются, если мы говорим о таких положительных авантюрах. Поэтому иногда, когда я начинаю бояться чего-то, думаю, так, я старею, надо не бояться. И стараюсь смелее шагать в какие-то интересные проекты и идеи. Да. А скажите, пожалуйста, интересен ваш личный опыт. Почему вы решили заниматься такой деятельностью, связанной именно с молодежью? Что вам интересно? Почему вам интересно заниматься именно молодежью, проблемами молодежи и вовлечением их в общественную жизнь? Наверное, я попала в эту работу, именно в молодежную работу, в работу общественных организаций, связанных с молодежью, случайно, потому что когда-то меня пригласили на какой-то тренинг по развитию каких-то навыков, личностных навыков. Мне было интересно, это была среда общения с единомышленниками, с своими сверстниками, но которые более начитаны, более интересующиеся в каких-то вопросах, более осведомлены, которые побывали в каких-то странах, уже участвуя в проектах. Меня это настолько захватило, что я просто, шагнула в этот интересный, новый для себя эпизод жизни и, в принципе, дальше и работаю. Почему? Потому что, для меня лично, благодаря участию в различных проектах, как местных, так и международных, я получила возможность развития личностного, возможность развития профессионального, расширения кругозора. В каком смысле? Что можно было посетить страны, пообщаться с людьми, узнать людей оттуда. И когда происходят какие-то события в разных странах, ты опираешься уже не столько на новости из телевизора, а просто пишешь своим друзьям и узнаешь на самом деле, что происходит. Это очень сильно помогает быть разносторонним, понимать, что люди разные,
понимать, что информация бывает разная. Поэтому мне очень хочется, чтобы тот жизненный опыт, который мне дали проекты, получили возможность как можно больше молодых людей поучаствовать в этом и развиться. То есть не обязательно всю жизнь посвятить этому, но элементарно получить опыт, который обязательно положительно скажется на их жизни. Захарий, чем вам интересно работать с молодежью? Я бы хотел продолжить цепочку случайностей, потому что таким же образом примерно я попал в молодежную сферу, чисто случайно. Я поступил сюда, в Камрадский университет учиться, и была возможность поучаствовать в нескольких волонтерских мероприятиях. Вас это завлекло? Да, то есть меня завлекли сами люди, которые вообще, опять же, горели желанием развиваться. Опять же, у них было много больше опыта, потому что первокурсник, ты еще ничего не понимаешь, ты еще даже не выучил расписание свое. То тебе говорят, можно поучаствовать в чем-то крутом, большом, масштабном, и ты такой, блин, я могу стать частью чего-то глобального, почему бы не попробовать себя? Ты пробуешь один раз, пробуешь второй, третий, ты уже вовлекаешься, и ты чувствуешь, что ты часть вот этой всей молодежной тусовки большой. И постепенно у тебя появляются новые возможности куда-то, опять же, уехать, чему-то новому научиться, где-то поработать, подработать и так далее. И так, в принципе, вовлекаешься в этот процесс, и затем ты уже думаешь, ну ты часть молодежи, значит, ты бы хотел, чтобы права молодежи, твои личные права и права твоих друзей, чтобы они отстаивались, чтобы голос был услышан, чтобы мы могли дальше развивать как-то регион и страну. Ну и так все завертелось, закрутилось. Интересная история. У вас какая история? История практически идентична двум предыдущим. Конечно, это в первую очередь университет. Тот момент, когда ты вовлекаешься. В моем случае это была другая страна, это была Россия. Там эти процессы происходят достаточно на высоком уровне, вовлечение молодежи, волонтерские движения. И то же самое до получения расписания уже был набор желаний и инициатив, как можно себя реализовывать. Прежде всего, это, конечно, через социальный лифт в области студенческих советов, которые очень сильно развиты в России. Они открыли, в принципе, дверь в молодежные проекты, в проекты по волонтерству и конкретно проекты по развитию каких-то инициатив, связанных с развитием местности, с развитием конкретных идей, новых технологий и так далее. После приезда в Республику Молдова, прежде всего, интерес появился, связанный с тем, что сложно себе представить социальное развитие общества без вовлечения молодежи. Это дорога никуда. И осознание этого заставило, прежде всего, в своем родном селе, в Копчаке, задействовать как много больше молодых людей для реализации полезных социально направленных проектов. И наша задача заключается в том, чтобы сделать Копчак столицей Гагаузии по молодежи. Мы только делаем первые шаги в этом направлении, но здоровая конкуренция с столицей, с Чедерлунгой, она дает нам право рассчитывать на конкретные успехи. Ну, мы первые шаги пока делаем в этом направлении. Значит, можно рассчитывать, что на следующий год вы подаете заявку в Министерство молодежи и спорта, образования, культуры и исследований на молодежную столицу Молдовы? Да, абсолютно верно. У нас на самом деле с точки зрения инфраструктуры есть очень хороший комплекс, который способен принять молодых людей, и мы уже рассчитываем с позиции инфраструктуры, как мы это будем осуществлять, а с позиции темы, с позиции тренда, которую мы хотим задать, над этим стоит еще поработать. Я не исключаю, что мы будем консультироваться, тоже спрашивать мнение у экспертов, у людей, у которых есть побольше опыта, чем у нас, но однозначно это то направление, которое нас интересует. Как вы считаете, насколько важно вовлекать молодежь именно в общественную жизнь? Сейчас очень много проектов связано с этим, и сельскую молодежь вот пытаются организовать, реорганизовать. Как вы считаете, какое ваше отношение? Я думаю, что сельскую молодежь важно вовлекать. Да, у нас страна маленькая. С одной стороны, несложно приехать, казалось бы, например, из Бешалмы до Камрата или, я не знаю, из Копчака, например, в Камрат. Вроде бы несложно, но, опять же, это лишнее время, иногда это ресурсы финансовые, и иногда усилия, которые нужно приложить. И, например, если молодой человек или девушка несовершеннолетняя, родители не всегда спокойно могут отпустить своего ребенка куда-то.
Поэтому важно делать какие-то мероприятия, активности для молодых людей в непосредственно населенных пунктах. Потому что, мне кажется, что Камрад в этом смысле достаточно хорошее место. Есть отличный молодежный центр, который делает крутые вещи. И вечера. Например, на вечер кино вряд ли легко приехать человеку из Копчака, если это в 7 или в 8 вечера происходит. Тренинги. Хорошо, когда они по выходным могут все собраться, но много активностей, которые интересные, познавательное, не только в молодежном центре Аксиос, и другие организации делают, и Урбан-центр, то есть много в Камрате всего, это будет честно сказать. И очень мало, например, в Чедрлунге тоже достаточно появляются больше, есть ребята, но опять же, это всегда молодежь, которая в чем-то поучаствовала, которой это показалось интересным, полезным, и они хотят привнести это своим друзьям и коллегам. Вот в Чедрлунге тоже это есть. Может быть, не в таком объеме, как в Камрате, но достаточно. И когда мы говорим уже дальше, Вулканешты все меньше, и каждый населенный пункт мало и мало. Поэтому, мне кажется, важно, чтобы в каждом населенном пункте появился какой-то такой костяк активной молодежи. И, наверное, хорошо, когда это старшие школьники, которые прям совсем в молодежной среде, которые знают все тренды и так далее. Потому что чем старше ты становишься, тем от этого ты волей-неволей отходишь. И ты уже недостаточно молод, если можно так сказать. Но при этом, когда этим занимаются старшие школьники, есть всегда риск, что это год или два, и потом они уезжают учиться. И все надо по новой. Поэтому хорошо, что был бы кто-то постарше, кто уже здесь находится и может делать какую-то координацию, а все остальное на идеях молодежи они все это внедряют. Поэтому я думаю, что вот такая локализация в населенных пунктах должна быть, чтобы человек, у которого нет ресурсов, то, чтобы ездить каждый день в Камрад на какие-то тренинги, если они оплачиваемые даже или нет, или его не отпускать, чтобы он имел возможность у себя в населенном пункте получить что-то помимо того, чтобы походить по улице или посидеть в интернете. Потому что я думаю, что сейчас тенденция к тому, что это тоже потихоньку надоедает, хочется чего-то нового. Захар, расскажите, пожалуйста, про вашу организацию. Как давно вы работаете, какие мероприятия организовываете, на что направлено? Если говорить о молодежном центре, то он существует с 2018 года, примерно с весны. Мы активничаем в 3 основных направлениях. Это образование, это досуг и работа. И у нас по 3 направлениям есть разные активности. Все очень просто. Есть потребности у молодежи современной, которые, к сожалению, не восполняются всегда формальным образованием. И мы такие пытаемся внедрить неформальное и информальное образование. Развиваться в темах, которые не покрываются в школах, то есть это, возможно, даже финансовая грамотность, это написание проектов, это критическое мышление, это знакомство с иностранными возможностями, с поездками за границу, это волонтерство и так далее. Мы пытаемся находить на эти темы экспертов, тренеров, которые смогут больше молодежи рассказать об этом. Я видела в социальных сетях, вы довольно активны. Насколько молодежи нравится приходить к вам, общаться, вовлекаться в эту деятельность? Скажем, им нравится. Это видно по их посещаемости, собственно, и по активности, которая у нас постоянно нарастает в группах. То есть больше лайков, больше комментов, больше репостов. Это заметно. Сложно говорить о, опять же, доступности, как сказала Ира, потому что действительно есть ребята, которые к нам очень хотят, но они находятся в других населенных пунктах. Делать, например, мероприятия для них, это всегда сложнее планируется, потому что надо учитывать то, что сейчас маршрутов меньше, например, или добраться сложнее, или из-за карантина в принципе сложнее выехать из родного населенного пункта. Поэтому мы стараемся фокусироваться на местный рынок, на местную молодежь. Если говорить уже о досуге, то тут тоже понятно все. То есть вечера кино, мы делаем вечеринки иногда, мы делаем дискотеки, концерты, открытые микрофоны и так далее. И работа у нас больше идет на коворк. То есть у нас есть 2 офиса, мы 2 недавно закончили делать. Такие небольшие коллективные офисы, где молодой человек, у которого нет, скажем так, достаточных средств на то, чтобы снимать целый офис, ему и не нужен. Ему нужно просто рабочее место, потому что дома отвлекает мама, папа или работа еще какая-то, а мне нужно просто сосредоточиться на работе, у меня есть там задания, я хочу их делать, я хочу развиваться, я работаю на фрилансе и так далее. Человек приходит к нам, молодой человек, говорит, что я хочу так и так, мы говорим, окей, выбирай себе место, тут такие-то люди сидят в комнате, например, есть пару журналистов, есть пару, которые работают там, я не знаю, монтажеры, которые делают свой контент, СММщики, выбирай, где хочешь с ними работать, с кем хочешь работать, где находиться, он берет себе стол, со своей техникой приходит, и все остальные услуги ему доступны. И вот эти 3 направления, которые мы пытаемся развивать, потому что, по нашему мнению, они сейчас наиболее актуальны. То есть мы хотим учиться, мы хотим работать, мы хотим и отдыхать.
И исходя уже из личных каких-то потребностей, мы уверены, что молодежи это тоже А сколько нравится. вот человек, костяк у вас? Как? Костяк у нас 4 людей, то есть прям работников. Сразу говорю, что у нас зарплат нету, это все волонтерская деятельность, да. У нас 4 человек, которые прям активно в это вовлекаются, когда есть проекты, они основную деятельность делают в рамках проектов, а есть еще волонтеры, около 7-8 человек, которые мы вовлекаем в рамках организации мероприятий. То есть у нас есть несколько департаментов, где кто-то отвечает за коммуникации, кто-то отвечает за привлечение инвестиций, кто-то отвечает за организацию мероприятий, за работу с молодежью и так далее. И вот все это, потому что мы понимаем, что сейчас возможность молодежи дать, почувствовать себя частью большего и сделать какую-то контрибуцию, то есть именно как-то посодействовать, это очень важно, потому что они хотят чувствовать себя частью большего. Они очень любят идеи хорошие, они очень любят не сидеть на месте, что-то делать, постоянно двигаться. И, в принципе, поэтому мы стараемся вовлекать как можно больше молодых ребят. Сложно, потому что, как я сказал в самом начале, молодежь — это экспрессивная субстанция, и они хотят самовыражаться, и когда ты говоришь, ну все не так просто, как ты хочешь, да, как кажется, но есть мы стараемся. ожидания, а в реальности немножко Да, да. Мы всегда этот мем приводим, ожидание реальности, и они успокаиваются. Хорошо. Скажите, пожалуйста, Анатолий, о вашей организации. Название «Барабар Иллирий». Что это означает? Как пришла идея организовать вот вашу... Да, вы знаете, точкой отсчета лично для меня в плане того, что нужно развивать общественный сектор в селе Копчак, стала конференция, которая традиционно проходит каждый год, конференция GROW по изучению общественных организаций, по изучению некоммерческого сектора в Гагаузии. И тогда в той конференции я узнал, что на самом деле по факту в Гагаузии очень мало общественных организаций, которые реально занимаются общественно полезной деятельностью. Очень мало. И это стало отправной точкой, чтобы в Копчаке мы запустили несколько общественных организаций разной направленности. Да. У нас есть ассоциация женщин «Надежда», которая занимается защитой прав женщин и социально уязвимых слоев населения. У нас есть очень хороший опыт общественной организации «Копчак и Чинь», по-русски это «Для Копчака», которая вовлекает диаспору. И сегодня можно смело говорить, что Копчак – лидер по югу Республики Молдова, ну, наверное, одинаково идем с селом Колебаш Кагульского района по вовлечению диаспоры для реализации абсолютно разных проектов. Это уже более 4 лет плодотворного сотрудничества в рамках программы «Middle». Собственно, есть организация «Барабар Иллирий», это новая общественная идея, молодежная общественная идея, направленная на то, чтобы сделать так, чтобы каждый человек в Копчаке почувствовал, каждый представитель молодежи почувствовал, что он может нести свою контрибуцию в развитие нашего населенного пункта абсолютно по разным направлениям. И по молодежной политике, в области образования молодежи, тренингов и так далее. Вот как говорил Захарий по коворкинг пространства, да, вот у нас в рамках проекта, который мы реализуем совместно с Проевропой, мы ожидаем, что к осени у нас появится такой же Копчак Coworking Space, где каждый представитель молодежи, каждый представитель общественных организаций получит рабочее место, пространство для реализации каких-то очень важных инициатив. В то же время хочу отметить, что местная власть в Копчаке, на мой взгляд, демонстрирует свою открытость и готовность сотрудничать. У нас по каждому проекту, который пишет молодежь или пишут другие общественные организации, местная власть выступает в качестве организации софинансирования. Да? И несмотря у вас все в симбиозе делается, да? Конечно. Сложно себе представить некоммерческий сектор как бы в отдельной деятельности с местными властями, потому что, по сути, цели одни и те же. В идеале это так и должно работать. Та формула, ту модель, которую мы разрабатываем в Копчаке, она ориентирована на то, чтобы стать как бы селом, которое через общественные организации реализуют как социальные проекты, так и экономические проекты. Это поддержка бизнеса и развитие создания рабочих мест. Мы не должны бояться этих вещей. Они звучат очень громко, серьезно на уровне повестки дня в правительстве Республики Молдова и в других органах публичной власти. Но, как показывает практика и опыт,
решением таких родов вопросов лучше справляется молодежь и некоммерческие организации. Это уже доказано, что некоммерческий сектор, частный сектор лучше справляется с некоторыми вызовами, чем государственные органы. А если у вас есть поддержка государственного органа в этом деле и поддержка доноров по развитию, наших партнеров, это Европейского Союза, в частности, некоторых международных организаций Европейского Союза, то нам получается, что намного легче реализовывать эти проекты, и молодежь чувствует себя частью большого. Вот этот тезис, который сказал Захарий, мне очень нравится. Ощущение того, что ты решаешь задачу, которая на таком же уровне стоит перед местной властью и, возможно, даже перед региональными властями, делает как бы значимость молодежи усиливается. И они чувствуют, что они могут посредством опыта дальше и дальше брать новые высоты. А это самое лучшее ощущение в молодежной политике, это чувство самоуверенности, что ты можешь выполнить. Я хочу, я могу, я сделаю. Да? Вот эта формула, она работает как раз через опыт. У вас хорошие планы большие. Спасибо. Ирина, расскажите, пожалуйста, о вашей организации. Что связано с молодежью? Что вы делаете для молодых людей? И как вы вообще справились вот в период пандемии? В принципе, Центр Про-Европа в Камрате начиналась как инициатива. Это интерактивный Европейский центр Про-Европа в Камрате. Офис был в университете. И, конечно, основная деятельность была связана с молодежью, информирование молодежи о Европейском Союзе, о структурах и так далее. И, конечно же, информирование о проектах и программах, которые, может быть, обучение, развитие молодежи в различных направлениях. Со временем это так и осталось основным направлением молодежь как основная аудитория целевая, потому что всегда есть запрос на что-то новое, всегда есть желание научиться чему-то новому, поэтому мы всегда работаем с молодежью. Из года в год это разные проекты. Это могут быть дебаты в школах, обучению, как правильно дебатировать, это могут быть публичные выступления и обучение, как вести, работать с аудиторией, проводить тренинг, потому что посредством таких мероприятий вырабатываются навыки, которые ты не сможешь в обычной жизни выработать, узнать себя, понять, как справляться с какими-то страхами, как организовать время, свои планы для того, чтобы все правильно сделать. А в последнее время на что ориентированы вот проекты, на какие навыки, на развитие каких навыков? В этом году мы запланировали, то есть 19-20 учебный год, так скажем, у нас было запланированы информационные сессии о европейских программах мобильности для молодежи, потому что по статистике мы смотрим, что за рубеж едут учиться, то есть за рубеж как по программам Erasmus+, или другим едут, но обязательно должны вернуться, то есть не то, что мы пропагандируем, чтобы все уезжали. Мы за то, чтобы уезжали, старались найти какие-то новые идеи, навыки и приезжали квалифицированными специалистами, которые здесь конкурентоспособны, потому что знание языков, зарубежный опыт все равно тебе здесь помогает. И мы понимали, что в этих программах очень мало представлены молодежь из нашего региона. То есть из региона Тула-Гагузия почему-то слабее, чем другие районы. Меньше информации. Может быть, именно меньше участия. При том, что есть проекты и так далее, но в больших программах меньше. Это инициатива от молодежи или в чем проблема? Нет, немножко сложнее у нас в регионе с иностранными языками. То есть английский язык, немецкий язык, но особенно английский для таких программ немножко сложнее. Из-за того, что ребята не на таком уровне знают, где-то боятся. Потому что для программ, особенно молодежных, достаточно очень базового уровня, на котором ты можешь изъясниться. Но понимая, что не такой высокий уровень, ребята на этом стопорятся. Поэтому мы во время информационных сессий в школах делали такие встречи, о которых говорили, как правильно сделать CV, то есть резюме, потому что при подаче заявок куда-то у нас элементарно стопорится, что неправильно делают CV, не умеют показать свои сильные стороны, свои навыки, умения. То есть это была основная цель. Вторая – это рекомендательное письмо и даже мотивационное письмо, потому что мы сталкивались на личном опыте, что человек подается на работу, и его CV, его мотивационное письмо никак не привлекает, не мотивирует взять его. И мы говорим о том, что это первая визитная карточка. Увидев эти документы, тебя должны захотеть принять, должны понять, что ты будешь полезен, интересен и передать какие-то навыки. Это мы делали в инфосессиях, такие пометочки у нас были. Это можно найти на нашем сайте про Европу МД, мы их также залили, чтобы они были доступны всем. И, конечно, говорили о самих ресурсах информационных, где можно найти. То есть в этом году был такой план. Конечно же, пандемия немного внесла коррективы, потому что наша цель была посещение 12 школ именно в сельской местности в Гагаузии, потому что, когда я сказала про языки, я не обобщаю.
у всех разное. И иногда, например, это мой тоже опыт, я говорю через даже себя, что когда ты не знаешь возможностей и когда ты не знаешь горизонты, которые перед тобой могут открыться при знании языка, ты даже не ставишь перед собой цель изучения. То есть ты к этому относишься, предмет. Вот получу себе 7, 8 там устроить. У кого-то там требование 9. У меня даже никогда этого требования 8 по английскому, не устраивает. Я не видела перспективы, которую может мне принести этот язык. Поэтому наша цель была поехать и рассказать, чтобы ученик в 9 классе увидел это, и к 12 у него был стимул немножко лучше учить, смотреть заявки, и потом поехать и что-то увидеть, расширить эти горизонты. Потому что каждый мечтает увидеть красивые места, как минимум, побывать где-то и, конечно, попутно еще получить знания. И я вот именно в таком порядке ставлю, потому что такие приоритеты у молодежи, я это прекрасно понимаю. И потом получить опыт. Только со временем, когда уже у тебя есть работа, ты понимаешь, что первично, наверное, знания, опыт, и ты не едешь куда-то, лишь бы, чтобы потратить время. Но это приходит потом, и это нормально. Поэтому это одни из направлений. Сейчас, не скажу, что просто мы достаточно давно работаем, у нас есть коллеги, у нас есть международные партнеры, и мы для себя решили, что сейчас у нас есть навыки, чтобы мы помогли другим общественным организациям. Поэтому сейчас мы внедряем несколько проектов, один из которых это привлечение муниципалитетов и гражданского общества к развитию регионов АТО, Гагаузия и Таракли. И в рамках этого проекта у нас нанят эксперт, который помогает, как ментор, помогает молодежным организациям писать заявки, понять, что они делают не так во время написания заявок и чтобы получать финансирование. Потому что мы все понимаем, что, как сказал Захарий, волонтерство в молодежной среде развито. Ты можешь делать какие-то мероприятия бесплатно, но все равно есть ресурсы для того, чтобы было красивое мероприятие, арендовать помещение. То есть есть вещи, на которые нужны деньги. И поэтому мы бы хотели, чтобы региональные организации имели возможность это сделать. И, конечно, давать финансы – это хорошо, но не всегда они есть, и даже у нас. То есть у нас была маленькая грантовая программа, в рамках которой 4 организации получили гранты по 2500 евро. Но есть организации, которые получат менторство, и мы рассчитываем, что посредством этого ментора они привлекут больше средств себе. И, конечно, есть и другие проекты, но в большей степени мы сейчас сконцентрированы на поддержку организаций молодежных, на субгрантирование молодежных организаций, но не отходим от идеи работы с молодежью напрямую. Надеемся, что чуть-чуть, когда утихнет ситуация с пандемией, мы найдем какие-то новые идеи, потому что каждый для нас проект и опыт – это что-то новое на следующий год работы. Захарий, с какими трудностями вы сталкиваетесь в своей работе с молодежью? Вы имеете в виду во время коронакризиса? И во время, и до, и после. До мы сталкивались с довольно такой простой вещью, как, опять же, готовность молодежи вовлекаться, потому что все новое, оно немножко пугает молодых людей, если это, конечно, не в соцсетях. То есть там они чувствуют минимальную ответственность, поэтому для них там проще. Вовлекаться во что-то новое всегда для них сложно. Вначале есть только единицы, которые такие делают шаг вперед и такие, интересно, попробую. И затем больше людей вовлекается. То есть это было на этапе до, и по сути тогда наш центр только набирал обороты. Во время пандемии сейчас наибольший, скажем так, ущерб получила ивент-индустрия, то есть организация мероприятий. Сейчас это самое сложное, в принципе, и это понятно почему. Поэтому для нас сейчас самое сложное – это организовать мероприятие эффективно, качественно, при этом соблюдая все необходимые нормы, эпидемиологические и санитарные. Да. После уже будет работа с молодежью, я считаю, больше в направлении их психологической мотивации, потому что действительно за последние полгода молодежь, скажем так, отошла на второй-третий план, потому что в первую очередь, да, безусловно, важно это медицина, это поддержать предпринимательский сектор, но молодежь, как люди, которые, в принципе, являются будущим, хотя уже я считаю, что он активным настоящим, им сказали, что сейчас сложное время, вы пока подождите со своими идеями, да, и мы вас пока оставим дома посидеть, вы учитесь дистанционно, потом мы уже к вам вернемся. И тут главная проблема в том, что сидя дома, молодой человек, он немножко начинает как бы не то что с ума сходить, но дуреет. Это естественно, это нормально. Как бы я важно тоже, общение, нужно да, контакт. именно важно физическое общение, это выходить в офлайн, как говорится. Поэтому наш следующий этап, и мы даже в таком направлении мы организуем уже серию тренингов, это кризис, который изменил молодежь. Такое немножко громкое название, но оно правдивое, потому что реально этот кризис, он изменил молодежь, их отношение к некоторым Какие вещам. рамки у вас, сколько этих тренингов? Мы планировали 10 тренингов вместе провести их с местными органами власти, с Примарией Камрата. Мы уже 2 провели. Первый был именно направлен на скажем так, адаптацию к новым условиям работы и на
вызовы эмоциональные сегодняшние, психологические. Второй тренинг был направлен на общение и на коммуникацию и способы общения. И дальше мы уже будем так больше уходить в какие-то инструменты для либо заработка, либо для самомотивации, для поиска работы и так далее. То есть это, возможно, написание проектов, это, возможно, IT и так далее. Не хочу спойлерить, потому что молодые люди очень за этим внимательно следят и постоянно спрашивают, что дальше будет, когда и так далее. Поэтому следите за нашими группами в соцсетях, подписывайтесь, вы все увидите и узнаете. Анатолий, скажите, пожалуйста, какими трудностями вы сталкиваетесь, что вы планируете в будущем? Я считаю, что коронавирус внес очень существенные изменения в деятельности общественных организаций, особенно молодежных инициатив. Важно отметить, что до коронавируса у нас человеческий капитал и социальный капитал в области молодежи, как и говорила Ирина, был достаточно низок по сравнению с другими регионами Республики Молдова. Это и языки, это и знания конкретно каких-то практических инструментов, которые позволяют быть конкурентоспособным и в образовательном процессе, и в постобразовательном процессе, когда ты выходишь на рынок труда, и даже это важно, когда ты реализуешь какие-то инициативы и идеи, насколько мобильно ты можешь это реализовывать. И получается, что эта пандемия, с одной стороны, дала возможность многим молодым людям открыть для себя новые возможности через интернет, да, то есть это и открытые курсы, которые выкладывались большинством всемирно известных университетов, это Гарвард и Оксфорд и Курсера и так далее. То есть есть большое количество приложений, которые позволяют саморазвиваться, заниматься самообразованием. Но в то же время очень важно, когда ты что-то новое познаешь, показать это в какой-то команде, обсудить это в какой-то команде, поделиться своими какими-то знаниями и попробовать это реализовывать на практике, чтобы пощупать было. Делать? Я считаю, что в ближайшем будущем мы должны максимально для сел Гагаузии, в частности для села Копчак, показать возможности, которые дают интернет-платформы для саморазвития, и как эти возможности можно реализовать в команде. То есть вот эта командная работа, да, это слабая сторона населенных пунктов. Если в Камрате это как-то организовано, если даже в Чедрлунге это какие-то есть задатки, то на уровне местных населенных пунктов у нас проблема именно с самоорганизацией людей. То есть люди у нас имеют, молодежь имеет какие-то задатки, имеются какие-то инициативы, очень хорошие, зачастую даже конкурентоспособные с другими регионами, да? Но за счет того, что отсутствует платформа диалога, платформа, в рамках которой можно показать действие, активность, это снижает вот этот совокупный уровень воздействия и вовлеченности. Поэтому прежде всего мы сейчас сосредоточены на коворкинг. Попробуем научить у нас молодых людей написанию проектов, волонтерству. Есть у нас несколько проектов в Копчаке, которые мы реализуем, и участие молодежи там – это такой уже естественный атрибут, неоспоримый, да. И мы хотим, чтобы молодежь чувствовала ответственность за происходящие изменения, начиная с местного уровня, со своей улицы, вокруг своего дома и заканчивая уровнем Республики Молдова. Это и есть вовлечение на всех уровнях. Наше время, к сожалению, ограничено. У вас есть сейчас возможность привлечь молодежь, что-то им пожелать, поздравить на камеру. Может. Давайте. Уважаемые представители молодежи, прежде всего хочу сказать вам, что молодежь – это состояние души. Если вы чувствуете, что вы идете в тренде с настоящим временем, если вы чувствуете, что у вас есть энергия, и вы способны что-то изменить на своем уровне, на своих возможностях, то вы уже на 80-90% являетесь потенциальной молодежью, способной что-то решать и делать. Главное кредо, которого вы должны придерживаться, это 3 глагола, которые определяют и мою жизнь в том числе. Я хочу, я могу, я сделаю. Вот я уверен, что вот в этой концепции у нас все получится. Захарий, ваше напутствие.
В принципе, хочу поделиться своей идеей, своей мыслью, с которой я иду уже полгода практически, с начала коронакризиса. Хочу пожелать разумно распоряжаться своими средствами и ресурсами и задавайте всегда себе один вопрос. Покупая гитару, думайте, да или нет. Конечно, покупайте. Покупая одежду, думайте, да или нет. Не покупайте. Почему? Потому что все очень просто. Задавайте себе один очень простой вопрос. Что я могу с помощью этого произвести? Вкладывайте в свои навыки, вкладывайте в инструменты, которым вы можете добиваться чего-то, развиваться и зарабатывать. И у вас все будет хорошо. Да, я, наверное, хочу пожелать всем нам, потому что мы все в молодежь. И хорошо, что законодательство Республики Молдова расширило этот возраст, и мы еще долго можем быть молодежью. Я хочу нам пожелать смелости. Смелости не бояться изменений, которые нас ждут, потому что тенденции мировые такие, что мы всегда будем жить в каких-то кризисах. Мы должны быть смелыми, чтобы уметь их преодолевать. И также я хочу пожелать нам быть максимально мобильными, для того, чтобы, несмотря на те изменения, которые есть, мы были готовы меняться. И, наверное, в большей степени мы должны быть готовы менять вокруг нас среду, для того, чтобы она была комфортна не только для одного человека, но и максимально для большего количества людей. И я думаю, что, будучи смелым и мобильным, мы преодолеем любые сложности и будем максимально довольны и счастливы теми условиями жизни, которых мы добьемся. Наша передача подошла к концу. Спасибо вам за участие. Хочу поздравить всех причастных к сегодняшним праздникам, Международным днем молодежи. У нас в гостях были Анатолий Толмач, председатель общественного объединения «Барабар Иллирий», Захарий Доломанджи, директор молодежного центра «Аксис», и Ирина Селезнева, исполнительный директор Европейского центра про Европу в Камрате. С вами была Елена Янак. До встречи в эфире.